Масс-медиа республики продолжают осваивать цифровые технологии и не забывают о традиционных форматах. Торжественная церемония, приуроченная к дням российской и чувашской печати, собрала вместе сотрудников газет, радиостанций, телеканалов, издательств и типографий. О больших наградах и яркой атмосфере праздника прессы мой коллега Дмитрий Ковалев. Фотографирующие, снимающие, пишущие – задача для всех одна – доносить информацию оперативно и достоверно. Журналистское сообщество республики – большая команда, несколько тысяч человек. Вообще, День печати могут считать своим профессиональным праздником, и многие сотрудники нашего телеканала. К примеру, моя трудовая биография тоже начиналась с газеты. Воспоминания об этом мне удалось сохранить. Вот самая первая статья о благоустройстве поселка, которую я написал еще будучи учеником 11 класса. У юнкоров из медиацентра «Куча мала» тоже есть своя аудитория. Каждый год на празднике прессы они вместе с профессионалами, будущими коллегами. Я очень сильно хочу стать журналистом, и это дело, которое, правда, приносит мне удовольствие. Особенно я бы хотела работать на телевидении, потому что мне очень сильно нравится чувство, когда на меня смотрят люди, когда на меня направлена камера, у меня будто бы прибавляется гораздо больше уверенности. И журналистика – это всегда взаимодействие с людьми, общение. А я без общения жить не могу. Поэтому мне очень нравится быть журналистом. Первый вице-премьер, министр финансов, поздравляя журналистов, привел и цифры о развитии республики, которые могут стать информационными поводами для статей и телесюжетов. Мы в эти дни подводим итоги 2023 года. И не могу не сказать, что на самом деле эти итоги не могут не радовать. Вот мы уже сейчас получаем предварительную информацию по социально-экономическому развитию от НИДЯ. Говоря о бюджете, хочу сказать, что впервые у нас консолидированный бюджет Чувашской республики превысил 100 миллиардов рублей. Вообще 106 миллиардов рублей составил консолидированный бюджет Чувашской республики. Это огромная сумма. Собственные доходы у нас выросли на 12,5 миллиардов, на 23%. Итоги работы в медиасфере меряются рейтингами по числу подписчиков в пабликах и ростом тиражей. Традиционные бумажные форматы газет все еще остаются востребованы и получают поддержку. Бумага, она как бы никуда не уходит, но в то же время мы также усиляем вектор информационных технологий, то есть мы будем развивать направление именно в социальных сетях, в цифре. Это тоже важно для граждан, важно для людей. Мир ускоряется, и мы будем максимально стараться оставаться в тренде. Главная награда праздника – почетное звание заслуженного работника. Его вручили и Светлане Чекмяковой. Более 20 лет она работает в редакции Вурнарской газеты «Путь Победы». Доводим до читателей не только печатные издания, но активно работаем в интернет-ресурсах, активно развиваем социальные сети, а также телеграм-каналы издания. Ни разу не пожалела, что пришла в журналистику. Журналистика, она моя жизнь, но, наверное, помешана на журналистике. Вот уже 50 лет журналистам республики вручают премию Семена Эльгера. Юбилейным лауреатом стала программа шеф-редактора национального радио «Присягая Родине». Родион Архипов говорит, что эта награда – заслуга его героев. Передача «Присягая Родине» выходит больше 21 года. Это уже, получается, 21-22 год. Ну и родилась эта идея, потому что сам хотел стать военным, а таким образом дослуживаю, грубо говоря. Это наш общий вклад. И особенно вот любовь к родине нашего народа, чувашского народа. Вот это, наверное, постулаты основные создания этой передачи, и успех, наверное, этой передачи именно в этом. Журналисты не только творцы слова. На торжественном собрании они и на сцене выступали. Ведущая новостей и автор телепроектов Юлия Важенина, к примеру, еще и лауреат вокальных конкурсов. Журналистам республики пожелали творческих успехов и неиссякающего вдохновения, без которого был бы невозможен и этот сюжет. Дмитрий Ковалев и Юрий Марков. Национальное телевидение Чувашии.